Перед улусом Джучи встали сложные проблемы междоусобных войн, усыхания степной зоны, кризис торговли. Ежедневно в Крыму умирали до 1000 человек, вторая сменилась по меньшей мере 17 ханов. Час великодержавной Золотой Орды пробил. Ассаламу алейкум, и мир вашему улусу. С вами Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. На протяжении нескольких передач мы с вами изучаем Золотую Орду. Мы говорили о возникновении улуса Джучи, его границах, языках и культуре, религии, политической системе и о том, в каком контексте в Золотой Орде сформировался этноним татар. Сегодня мы узнаем о том, что стало причиной распада этого средневекового евразийского супергосударства. Улус Джучи был средневековой империей, где существовала жесткая иерархическая структура управления провинциями и покоренными народами. Здесь существовала жесткая машина подавления любого недовольства. Все это требовало, с одной стороны, содержания огромного штата чиновников, а с другой, ввиду непрерывных войн на границах, междоусобицы мятежей и аристократии, наличие боеспособной армии. Все это, понятное дело, тяжким грузом ложилось на население страны. Но эти соображения не должны заслонять от нас и положительный потенциал создания мировой державы. После своего возникновения улус Джучи переживал время рассвета, когда после многолетних междоусобных войн и кровавых завоеваний наступил период относительно прочного мира. Единые законы, отсутствие многочисленных таможенных перегородок и стабильное управление воспринимались населением как огромное благо. Путешественники особенно отмечали, что купцы, снабженные тамгой, свободно странствовали повсюду, и никто не дерзал трогать их. Беспрепятственная торговля позволяла быстрее обмениваться новинками науки и техники, а также претворять их в производство, например, огнестрельное оружие и чугун. Кроме того, перераспределение продуктов в пределах державы способствовало сосредоточению его в руках местной знати, например, на Руси, в Болгарии и других местах. Судя по археологическим материалам, благосостояние даже простого населения столицы было довольно высоким, а средоточие излишков, богатств и продуктов в отдельных городах вызывало в них бурный расцвет ремесла, науки и культуры. Однако во второй половине XIV века перед улусом Джучи встали сложные проблемы, и он должен был претерпеть изменения, чтобы соответствовать требованиям времени. Наиболее популярным еще в советской историографии объяснением распада улуса Джучи являлась концепция о росте сепаратизма отдельных феодалов, чье стремление к власти разорвало страну на враждующие области. Механизм этого процесса ясно описан историками. Главный конфликт, по их мнению, протекал между различными экономически и политически вполне самостоятельными улусами и их владетелями. Эти группировки знати, выдвигавшие своих претендентов на ханский трон, стремились владеть центральным административным аппаратом и оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику Орды. Все это ослабляло центральную власть и вело к сокращению внешней политической активности, что в свою очередь усиливало сепаратизм кочевой аристократии, видевшей в военных походах основной источник своего обогащения. И все же социальные факторы были не самыми главными среди причин кризиса. Преувеличение их значения ведет к парадоксальному выводу. Центральная власть слабела от сепаратизма феодалов, у которых главным стремлением был захват Сарайского престола. Большую роль в кризисе государства сыграли природные факторы, из которых самый важный – это резкое усыхание степной зоны западоевразийских степей в XIV-XV веках. Аridизация климата в Даште Кыпчаке вела к уменьшению количества выпадающих осадков летом и установлению малоснежных зим, что способствовало постепенному наступлению песков на некогда благодатные степи. Одновременно началось повышение уровня Каспийского моря, волны которого затопили значительную часть дельты Волги и многие поселения в ней. Все это нанесло сильнейший удар по кочевым районам улуса Джучи, которые относились к земледельческому округу. И это сильно подорвало экономические основы Золотой Орды. В то же время как западную, так и восточную Европу постиг страшный демографический удар. Благоприятные климатические условия и улучшение жизни вызвали рост народонаселения.
Численность населения Западной Европы в X-XIII веках выросла почти в 2 раза. Видимо, так же резко оно увеличилось и в Восточной Европе. И хотя монгольское нашествие нанесло большой ущерб населению, рост его продолжался. На территории Золотой Орды он стимулировался политической стабильностью, появлением огромных городов и множества поселений. Трудно сейчас говорить о численности Золотой Орды, но по общим прикидкам она могла достигать нескольких миллионов человек. Ухудшение природных условий все чаще приводило к периодическим продовольственным кризисам. Голод гнал людей в города, где они вынуждены были даже продавать своих детей. О чем сообщают арабские географы? Скопление людей в городах Поволжья, Крыма и Хорезма оказалось благоприятной почвой для болезней. Наиболее страшной стала эпидемия бубонной чумы, которая в середине XIV века несколько раз кругами возвращалась в Дашт и Кыпчак, буквально выкашивая население, особенно в больших городах. Эпидемия 1346-1350 годов нанесла колоссальный удар по всей Европе. По подсчетам демографов, в Европе черная смерть унесла жизни до 25% населения, а в ряде мест и до 90%. Не исключено, что именно с последствиями этой чумы связано исчезновение городской булгарской знати, которая сохраняла древний агурский язык, употреблявшийся в частности как сакральный язык эпитафий. Поскольку после 1360-х годов эта традиция пресеклась. Для улуса Джучи этот удар оказался особенно страшным. По словам современника, арабского историка и географа Ибн аль-Варди, в землях узбековых произошла эпидемия чумы, от которой обезлюдили деревни и города. Он же пишет, что ежедневно в Крыму умирали до 1000 человек, а всего там умерло более 85 тысяч. Последствия шествия черной смерти по Орде, судя по этим данным, было просто катастрофическим. Можно сказать, что именно с этого времени начался закат городской жизни в Нижнем Поволжье. Упадку хозяйства улуса Джучи во многом способствовал кризис торговли. По знаменитому торговому пути, начинавшемуся в Китае и проходившему частично через Орду, шли многие необходимые для Западной Европы товары: специи, шелк, хлопок, драгоценные камни, хлеб и рабы. Эти товары, чрезвычайно ценившиеся на рынках Европы, обогащали посредников и служили одной из основ благосостояния всех городов Дашты Кыпчака. С торговлей были связаны не только поступления в казну от пошлин, но и благополучие многочисленной обслуги караванщиков, проводников, охраны, владельцев караван-сараев, ремесленников и так далее. Кроме того, многие мастерские занимались изготовлением предметов на продажу и переработку полуфабрикатов. Все они чутко реагировали на любые изменения торговой активности. Спад в международной торговле начался еще в 40-е годы XIV века и достиг пика во второй половине столетия. Это вызвало ограничение товарооборота между Востоком и Западом и резко подорвало экономическое положение нижневолжских городов. Только в конце XIV века наметился медленный выход из кризиса, несколько ожививший мировую торговлю. Нельзя сбрасывать со счетов, конечно, и социально-политические процессы. За 100 лет своего существования улус Джучи не только пережил становление, но и достиг высокого уровня развития общества. Многие процветающие области, такие как Крым, Хорезм, Мухша, не нуждались в едином государстве, а тяготели к обособлению. Стремление к децентрализации находило поддержку и в полузависимых вассальных регионах, где всегда была сильна тенденция к отделению от Орды. Наиболее явственно это прослеживалось на Руси и в Болгарии. Внутри страны происходили сложные процессы, которые вели к феодализации ее территории, а уже к XIV веку здесь достаточно заметны черты высокоразвитого феодализма, для которого характерны именно децентрализация владений и власти. Долгое время эта система уравновешивалась сильной центральной властью и была достаточно стабильна, но в неблагоприятных условиях она стала быстро трансформироваться и распадаться. Поводом для движения дремавших центробежных сил послужила борьба за ханский престол сразу нескольких чингизидов, каждый из которых имел право на державу предков и многочисленные отряды сторонников. Ухудшение природных условий, повлекших упадок земледелия и скотоводства, затухание торговли и ремесла, уменьшение притока дани и военной добычи в Поволжье, разлад денежного обращения, ослабление власти
и влияние центральных органов управления, служивших фоном для усиления мощи отдельных владетелей улусов и их стремления к рычагам центральной власти, все это способствовало нарастающему кризису. В 60-е годы XIV века в Золотой Орде обострились междоусобицы. Ханский престол, ставший объектом борьбы между различными группировками аристократии сарая, Ак-Орды и Кок-Орды, часто и быстро переходил из рук в руки. С 1359 по 1380 год в сарае сменилось по меньшей мере 17 ханов, причем некоторые занимали престол по нескольку раз. О многих ханах того времени историки не знают практически ничего, кроме имен, начеканенных ими монетах. До сих пор историки спорят об их существовании и последовательности правления. Наступил длительный период упадка и начался распад единого государства. Внутренняя война и отделение развитых областей, таких как Болгария и Хорезм, несли с собой также ухудшение финансового положения и углубление спадов в торговле и ремесленном производстве. Из-за военной опасности прекратилось регулярное функционирование караванных путей и, как следствие, нарушился ввоз сырья и вывоз продукции ремесла. Происходил постепенный упадок земледелия и запустение оседлых поселений в Поволжье. Столичные города стали обносить стенами. На волне ослабления центральной власти укрепляли свою независимость правители Руси, Булгарии, Хорезма и прочих сильных регионов. В условиях междоусобицы довольно стабильно развивавшиеся области стали объектами борьбы ханов на выплату дани, манипулирования претендентами на власть и карательных набегов враждующих сторон. Все эти действия нарушали привычный порядок и вызывали желание отстоять свои земли от посягательств самоназванных ордынских правителей. Наиболее ярким свидетельством этому стало проявление правящей династии Суфи в Хорезме, фактическая независимость Болгара при Булат-Тимуре и правителях Хасане и Мухаммад-Султане, а также война московского князя Дмитрия Ивановича против Мамая. Между тем, стремление к объединению страны и возрождение великодержавия не потеряло своей исторической инерции. Выразителем этих интересов стал хан Тохтамыш, опиравшийся на знать Кок-Орды и Сарая. Он не только завоевал ханский престол, разметав своих врагов, в том числе грозного Мамая, но и укрепил власть центра над улусами, подавив сепаратизм Руси. Однако постепенно все реформы опять вылились в гонения на знать, в отстранение от управления страной и подавление мятежных провинций без коренных племен. Это привело к возникновению недовольства и к открытым выступлениям аристократии против усиления централизации. Кроме того, иллюзорное желание Тохтамыша вернуть дряхлеющей Золотой Орде былую военную славу эпохи бури и натиска привели к военным катастрофам в войнах с эмиром Тимуром. Новые попытки вернуть стабильность путем государственных, идеологических и экономических реформ, предпринятые талантливым военачальником и дипломатом Улу Карачи-беком Идыгеем, на некоторое время действительно укрепили страну и сняли внутреннее напряжение. Его правление при номинальных ханах ознаменовалось рядом внешнеполитических успехов. Особенно ярким был разгром Витовта на реке Ворскле в 1399 году, осада Москвы в 1408 году и поход на Мавераннарх в 1405. Но его усилия оказались напрасными. Развязка наступила в 1420 году, когда Идыгей потерпел поражение и погиб в междоусобной борьбе. Час великодержавной Золотой Орды пробил, и ее падение стало неизбежным. Но даже после распада улуса Джучи сохранилась татарская общность. Бытовали лучшие образцы ее богатой культуры, а на этой территории возникли поздние золотоордынские и татарские ханства, продолжавшие этнополитические и культурно-цивилизационные традиции. Среди важнейших консолидирующих факторов было сохранение прежних социально-политических структур, клановые системы, восходящие к истории улуса Джучи и объединявшие военнослужилую татарскую знать, а также мифологемы, этнополитического единства и общей религии – ислам. Друзья, Золотая Орда распалась, но наша работа продолжается. И нам очень важно знать, что вы о ней думаете.
Обязательно напишите в комментариях, изменилось ли ваше представление об Улусе Джучи, что нового вы о нем узнали. Ставьте сочный имперский лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и сау булгыз, ассаламу алейкум и мира вашему дому. Пока!